Это интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит», и я ее ведущий Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас в гостях директор межрегионального интеллектуального клуба «Интеллектуальный Кавказ» Саид Магомед Музаев и учитель истории и обществознания в лингвистической школе Грозного Иса Исиев. Саид Мамад, вообще какие игры в рамках твоего клуба вообще, в каком формате вообще бывают эти игры? Расскажете? Конечно, у нас формат разный для всех категорий населения, скажем так. Есть школьная лига, есть любительская лига, есть профессиональная лига. Мы проводим такие игры, как Brain Ring, что где когда, спортивная версия. Вот недавно мы приобрели оборудование, стол, как на Первом канале, где играют уже суперпрофессионалы по что где когда. Этот формат тоже мы можем себе позволить. Также шашки, шахматы, вот все, что связано с интеллектуальными играми, мы пытаемся реализовывать. Вообще, когда был создан этот клуб? Сам клуб функционирует с 2018 года. В тот же год мы провели первый такой всероссийский фестиваль, куда приехали люди из 5 стран, там Голландия, из более 10 регионов. К нам гости приехали. Очень такой удачный форум был в плане развития интеллектуальной деятельности в нашей республике. Вообще, как часто вообще проводятся вот эти игры? Ну, эти игры у нас проходят раз в месяц, у нас проходит тур в высшей лиге, и один раз в месяц проходит тур в любительской лиге. Также раз в 2 недели проходит игра в школьной лиге в формате Brain Ring или что когда. Иса, ты принимаешь участие в каких-нибудь интеллектуальных играх? Да, конечно. Например, то есть в таких играх, как, например, Brain Ring, своя игра, что, где, когда. Ну, я больше предпочитаю участвовать в своей игре, так как я преподаю историю, и то есть преподавание этого предмета по большей части основано на знании фактов. Да, и в основном, да, там встречаются вопросы на знании фактов, и поэтому у меня это получается успешнее всего. В чем вообще мотив принимать участие в интеллектуальных играх? Да, хороший вопрос. Ну, во-первых, личный интерес. То есть тебе хочется взаимодействовать с интеллектуальными людьми. То есть ты находишь таких же, вот, то есть людьми с такими же интересами. И плюс еще, то есть ты узнаешь что-то новое. Вот, да, элементарно. Ну и ты можешь посмотреть, ты можешь, точнее, проверить себя, посмотреть, чего ты стоишь, вот, участвуя в таких играх. Саид Мамад, ты принимал участие в игре «Слабое звено». Да, было. До какого этапа ты дошел? Начну издалека. Оказывается, когда я туда заявку подавал, я думал, там гораздо легче. Просто ты подаешь заявку, и они тебя приглашают. Оказалось, там не все так просто. Нужно было пройти 3 отборочных этапа. Вот эти 3 этапа я пошел, потом они меня к себе пригласили. Саму игру, наверное, вы видели. Во втором раунде из 3 вопросов я, к сожалению, ответил только на 1 вопрос. И, можно считать, таким образом я подписал себе приговор, и команда дружно, некоторые игроки написали мое имя, и таким образом я покинул игру. Это был хороший опыт, мне кажется, обязательно еще раз попробую. А раундов сколько там? Там, по-моему, 6 раундов, 7 раундов плюс финал, по-моему. Хорошо. Значит, на этой ноте мы перейдем к игре плавно. У нас, значит, 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать 2 оптимальные для вас. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Давай лучше мы 50 на 50 и право на ошибку оставим. 50 на 50 и право Думаю, на все ошибку. наши друзья будут заняты. И первый вопрос звучит так. Его жизнь была так же необычна, как его творчество. Вопреки всему, бедности, запретам отца, войне, сталинским репрессиям, выходец из чеченского аула смог воплотить в жизнь свою детскую мечту и стать всемирно знаменитым артистом, чародеем, танцем. О ком эта цитата? О Декалу Музыкаеве, о Аднане Мажидове, о Доке Мальцагове, о Махмуде Эссамбаеве. Ну, все 4 человека – это очень известные личности, Да. в области танцев. Декала Музыкаев в одно время даже был министром культуры. Сейчас даже недавно я видел ролики, где он именно проводит репетиции с ребятами. Адан Межидов тоже. Но вот все, что сказано, именно вот эта фраза «чародей танца», Это, скорее всего, Махмуд Эссамбаев. Ну, это только про него можно было сказать.
Тут явная подсказка дается Да, на чародей танца. по-моему, этот танец, как называется, я не помню, у него, где он в течение до 2 или 3 минут он встает, и то ли, ну, что-то с солнцем связанное. Махмуд Ответ Асанбаев. Д. Продолжу цитату. В своей уникальной программе «Танцы народов мира» Махмуду Эсамбаеву удалось понять и выразить на языке хореографии глубинную суть культуры разных народов. Абсолютно верный ответ. Много лет зрители всех континентов аплодировали его искусству, им восхищались звезды мирового балета, о нем писали статьи и книги. Ну, задача минимум выполнена. И второй вопрос. Сколько этажей имела жилая башня? 2 и 3, 2 и 4, 3 и 4, 3 и 5. Так, Так, я, конечно, многократно я не видел строитель. картинки. Да. Ну, это, думаю, это Ну, на скидку, если говорить, на скидку. Мне кажется, 3-4, да, Саймон? Сейчас как ты я думаешь? пытаюсь вспомнить. То есть 3-4. 2-3, мне кажется, слишком мало для жилой башни. Все-таки 3-4, да, ты считаешь? Да, 3-4, либо 2-4. Я сейчас пытаюсь визуализировать эту Да-да-да. башню. Никак не получается, хотя там, наверное, все многократно ее видели. Так, Пока что наш вариант 3-4. 3 и 4. 3-4, да? Но есть и боевая башня, кстати говоря. У них были разные уровни этажей. Угу. Такая маленькая подсказка вам. Так, разные уровни. Так, может быть, под этим подразумевается, то есть резкое, такое от 2 до 4. Вот. Может, об этом идет речь? Как вариант, да. Разные уровни. Но 3-5 слишком высоко, да, Саймон? Да, мне тоже так кажется, что 3-5 это очень много. Да, это Ну, давай мы уже тогда почти Эйфелева поменяем башня. тогда свой вариант на вариант B2-4. Так, судя по молчанию Рамзана, это снова неправильный вариант. Может, тогда возьмем подсказку или... Так. Давай. Давайте Других вариантов не возьмем остается. право на ошибку тогда. Возьмем Право на ошибку и ваш ответ. 2-4. 2 и 4. Ответ принят. Классическая жилая башня имела от 2 до 4 этажей с плоской земляной кровлей. Однако, замечу, в селении Никорой сохранилась 6-этажная жилая башня. В теплое время года плоская кровля использовалась для хозяйственных нужд. То есть здесь тушили снопы, зерно мололи и веяли. Летом семья здесь обедала и проводила досуг. А в Майсте, в отличие от других районов, кровли жилых башен делали скатными из крупных каменных плит. Вот, прощаю подсказку. Ладно. Какого музея нет в Чеченской Республике? Краеведческого музея имени Хусейна Исаева, Махкетинского краеведческого музея, литературного музея Михаила Лермонтова, литературного музея Саидбея Арсанова. Так. Так, я О, 100% уверен, что вариант А. Ну, имеется в виду, можно убирать смело, потому что Он есть, да? да, он должен быть в Чеченской по-моему, Республике. Макетинский краеведческий. Да, я музей тоже впервые есть. слышу. Нет, такой А есть, есть по-моему. такое? Это, если я не ошибаюсь, может подразумевать вот этот музей, где вот эти старые дома, вот эти, где машины стоят. Мгм. В Шалинском районе, может, этот музей ладно. подразумевается. Ну, думаю, литературный музей Михаила Лермонтова подразумевается музей, который, по-моему, в Шелковском районе находится, там, где он жил. Мгм. Остается вот, честно, я не слышал про литературный музей Саидбея Арсанова. Вот про него я не слышал. Да, аналогично. Вариант Д. Саидбей Арсанов. Ответ Д. Да. Принят. Краеведческий музей имени Хусейна Исаева, расположенный на территории замкового комплекса Прокоч, открыт в сентябре 2011 года. Махкетинский краеведческий музей – это краеведческий музей, основанный в 1962 году.
Литературный музей Михаила Лермонтова. Это музей, посвященный жизни и творчеству великого поэта и его пребыванию в регионе. А литературного музея Саидбея Арсанова не существует. Абсолютно верный ответ. И четвертый вопрос. Как называется чеченский воинский танец? Воинский танец, танец кольца, танец победы, танец сабель. Так, по-моему, я видел этот танец, Айса. Все 4 варианта Я тоже, но Под- название... подходят. Да. И, если я не ошибаюсь, это танец, где вот именно показывается сражение на саблях. Да. Там искры летят. Может, это является подсказкой? Ну, это я сейчас вслух рассуждаю. Может, у тебя тоже какие-то детали всплывут. Ну, Танец например, сам очень эффектный. Искры там летят. Сама обрати внимание, в варианте А написано воинский танец. То есть как называется воинский танец, чеченский воинский танец. Да, его просят тоже. Может ли он так называться? По-моему, нас вводит в заблуждение. Либо ведущий просто не придумал. Еще один вариант. Не знаю, вот пока что я останавливаюсь на варианте Д, танец сабель. Такой хороший. А давай вот порассуждаем. Танец кольца. Вот слышал о нем? Кольца. То есть подразумевается использование колец такое, или да, то, что да, там они по кругу да. ходят. И танец победы. Танец победы, это у меня больше ассоциаций возникает, знаешь, вот с Днем Победы. То же самое. Ну, воинский танец под названием воинский танец. Последнюю подсказку не будем транжирить. Выберем вариант Б, танец кольца. Танец кольца. У чеченцев существовал воинский танец, назывался он танец кольца, который исполнялся воинами перед вступлением в бой. Это абсолютно верный ответ. Воины с обнаженным оружием становились в круг и пели воинственные песни. Затем начинали движение по кругу, постепенно ускоряя его и входя в особое состояние. Да, вдохновленные единством духа и ритмом танца, они, не ощущая ни страха, ни боли, вступали в бой. То есть так бой получается для поднятия боевого духа. Да. Да, вот это Но дело. помимо этого, целью исполнения воинских танцев были совершенствование навыков владения холодным оружием, координирование совместных действий в бою, военно-спортивная подготовка. При этом они содержали множество акробатических и гимнастических элементов. Да. Будем знать. Танец кольца. Пятый вопрос. Кто является автором романа «Ночной всадник»? Саидбей Арсанов, Магомед Салх Гадаев, Магомед Мамакаев, Абузар Айдамиров. Так, сама вспоминай Ночной свои всадник. школьные годы. Ночной всадник. Мысленно постарайся перенестись. Я сейчас пытаюсь это название на чеченский перевести. А Магомед Мамакаев, что ты об этом Магомед думаешь? Мамакаев, это он написал про Зелимхана, он написал. Я знаю, что у него книга есть про Абдыка Зелимхана. И Мамад Салах Гадаев. Ты большую часть обратил времени. внимание, вот в предыдущем вопросе, когда речь шла про музей, то есть в Чеченской Республике не существовало музея Саидбея Арсанова. М. Так, ну это я просто вот говорю. Ты тоже что хочешь, чтобы его не осматривали? Да, да, это Каждый ну раз как в вариант. музее ему не сделали. Так, значит, а Магомед Салах Гадаев, ты читал что-нибудь у этого? Ну, Мамад Салах Гадаев, это человек, Кстати. который известен тем, что большую часть жизни провел в тюрьме из-за преследований А он мог, властей. ну, например, Да. находясь за решеткой, написать Да, все какой-нибудь 4 из роман? этих могли его написать. Может, такое малоизвестное произведение, может быть, «Ночной всадник». Давай тогда придется взять подсказку Да. 50 на 50. Рамзан. Есть у нас Подсказка эта 50 на 50, да? Да. Так, уберите два неверных варианта ответов. И у вас остается Саидбей Арсанов и Магомед Салх Гадаев. Пусть будет Мамад Салах Гадаев. Ответ Б. Принят. Магомед Салх Гадаев занимался переводом на чеченский язык произведения Лермонтова, Толстого, Пушкина, Некрасова, Шевченко. В это время выходит и свет его романы «Два человека» и «Ночной всадник», повести «Невестка», «Грузины» и «Дикость», рассказы «Хазман», «Друзья» и другие. Абсолютно верный ответ. Ну, надо перечитать.
И шестой вопрос. Назовите наиболее крупное аланское городище в Чеченской республике. Нашха, Алханкала, Грозный, Чечен-Аул. Аланское городище. А как ты думаешь, вот может, Алханкала, да. Аланская? Да, может, там как-то этимологически какая-то связь Ну-ну, есть. Да. да. Ал, тут Да. приставка присутствует здесь. Алханкала, да, вариант Б, потому что даже само название очень похоже. Ал, да, Аланская, Да, Алханкала. Если букву Х. Алханкалинское городище является одним из центральных памятников раннего периода аланской культуры на Северном Кавказе, которое ввиду размеров, оборонительной системы и большого культурного слоя можно отнести к ранней городской цивилизации. Древний город расположен на берегу реки Сунжи. По мнению ученых, именно в этом месте Алханкалинского городища находилась столица древнего аланского государства, город Магас. Угу. Какая улица Грозного появилась первой? Бульвар Махмуда Эсамбаева, улица Шейха Али Митаева, проспект имени Владимира Путина, улица Ларсанова. Так, Махмуда Исамбаева можно сразу отметать. И наверное, здесь да? есть в скобках, как вы видите, варианты их первоначальных названий. Да. Первоначально. То есть, мне кажется, это что-то должно быть ближе к центру, может быть, если логически порассуждать. Да. Под эту форму подходит тот проспект Владимира Путина. Путина, бывшие граничные, и ближе к центру, что у них. Ну, Ларсанова тоже, это ближе к центру Михайловская. Бульвар Эсамбаева тоже, это прям самый центр. А что мы понимаем под центром? Центр, Мне кажется, это первый вопрос, который нужно задать. В тот период. Мгм. тот период, ну, это 1818 год, Мгм. если отталкиваться, когда была образована крепость Грозная, но сам город появился гораздо позже, по-моему, ближе уже к концу 19 столетия. Грозный стал городом. Смотри, как ты думаешь, вот крепость, ну, скорее всего, подсказка тут заключается в том, кто был императором, то есть в России на тот момент. Вот когда была образована эта крепость, Александр I, да? Может ли это? Ну да, тогда 1818 год, это Александр I, Да. как подсказка, да? Ну, хороший вариант. Тогда улица Шейха Али Митаева, Ответ Б. Б, ответ Б, да. И благодаря хорошей логике Исы, Ты спас это нас. абсолютно верный ответ. Улица Шейха Али Митаева была первой из 4 довольно-таки коротких улиц, возникших за стенами крепости Грозно и положивших начало городу, будущему Грозному. Да? И с тех самых пор улица, как одна из главных артерий города, всегда находилась в центре исторических событий, культурной жизни столицы региона. Солдатам, отслужившим 25 лет, было разрешено поселяться вблизи крепости Грозная. Начиналась она сразу же за крепостными стенами и названа была Александровская в честь наследника престола, будущего императора Александра II, побывавшего в наших краях в октябре 1850 года. Первоначальное название – это Александровская. Впоследствии, уже в начале 20 века, переименовали Первомайская. Александр I, Александр II. Вопрос номер 8. 8 вопрос. В каком году суд страны на горе Совета Вершины избрал Шамиля имамом Чеченской республики? В 1834 году, 1839 году, 1840, 1849 году. Ну, прям, Рамзан, Рамзан, смотри. прям ты все даты дал, как впритык. Да, Вот, согласен. нельзя было какой-то Вот по 30 1934 оставить, да. по 30 лет разница, если была бы там. Да, но мы ближе к финалу. И Так, логично, ну что вот вопросы смотри. усложняются. Смотри, это может быть связано как-то с Крымской войной, мне кажется. То есть Нет, он это как стал бы, популярным ближе к Крымской войне. А Крымская война началась в 1853 году. Да. То есть может ли это быть так, что в 1849 тогда? Почему ты считаешь, что это связано с Крымской Дело, войной? то есть когда началась Крымская война, это же был его звездный час, можно так сказать. То есть он был уже знаменитым на весь Кавказ. Да. То есть во время Крымской войны. И это чисто вот, не знаю, я рассуждаю, вот, мысли вслух. Кавказская война, это моя. До 1864 года, если она шла. Ну, где-то под конец, там, Да? в конце уже Байсангур Биноевский на себя взял
руководству. Он дальше продолжал войну. Давай тогда не будем тратить время Рамзана, наверное, у него еще сегодня запись есть какая-нибудь. Выберем вариант С, 1840 год. Ответ С. В 1834 году Шамиля избирают имамом Дагестана. Через несколько лет, в 1840 году, Шамиль был избран и имамом Чеченской Республики. Абсолютно верный Можно ответ. вопрос, Рамзан? В каком году была образована Чечено-Ингушская АССР? В 1922 году, в 1934 году, в 1936 году, в 1991 году. Так, СССР, Опять. то есть Советский Союз, да, Саймон? Да, это уже после Октябрьской революции, Да, когда уже да. советская власть установилась. Смотри, 22 год, мне кажется, это слишком рано. На Почему? тот момент даже не все союзные республики вошли в состав СССР. 91 год, это, конечно же, это слишком поздно. Да. Нам с тобой нужно выбирать Из между этих двух, да? 34 и 36. Вот что-то из этого нужно выбрать нам с тобой. Мгм. Мне так кажется. Он говорит. Слушай, вот я подумал, так, возьмем, например, если Асламбека Шарипова, он же ведь содействовал установлению советской власти после Октябрьской революции. Да. 22-й год почему не подходит? Ну, опять-таки, это мои мысли, если ты считаешь... Ну, 34-36 больше у меня ассоциируется с известными датами из советской истории. Там, например, 34-й это у меня больше ассоциируется с убийством Кирова. Так, 36-й это ассоциируется с репрессиями. У тебя, как учителя истории, тебе, наверное, лучше знать. Я давно Да. этот материал не перечитывал. Ну и суть в том, что тогда же в Советском Союзе, то есть у них же были другие заботы, коллективизация, там, индустриализация, вот такие вещи. И Советский Союз уже находился, можно сказать, то есть даже не то чтобы пик, то есть он был хорош, в общем. Советский Союз, да, уже собрал весь пазл, да, можно сказать. Международный Да. авторитет уже был, да? Да. Ну, 91 точно не подходит. Если рассуждать, то получается, мне кажется, 22-й год, Саймон. Так, опять-таки с учителем истории спорить. Или, смотри, ух ты. Тут знаешь, вот, я одну вещь вот упустил из виду. Да. Советский Союз же был основан в 1922 году. Да, В 22 году. в декабре, по-моему, это было. И да, действительно, возможно, ты прав, кстати. Они не могли в тот же год, вот прям взять в тот же год. Ты же сам говорил, что... Да. Все-таки 34 или 36, да? Да. Ты думаешь? И что выберем? Так, 36? почему? Ну, не знаю. Или 34? Так, ну давай 34 тогда. Если что. 34, да? Да. Ответ принят. 5 декабря 1936 года с принятием новой Конституции СССР Чечено-Ингушская автономная область была выведена из состава Северо-Кавказского края и преобразована в Чечено-Ингушскую АССР. Так, мы с тобой 36 выбрали. Мы выбрали 34, к сожалению. Думаю, 2 на года такой всего лишь. эпической ноте, думаю, можно закончить игру. Пришлось поспорить, к сожалению, Аиса выиграл. Думаю, на этом игру можно закончить. Немножко неверный ответ. Ну да, мы как раз-таки гадали между 34 и 36 годом. Так, Ждем еще раз. Да, Более подготовленные. Ну, игра очень интересная, полезная, чтобы вот такую рефлексию провести своих знаний. Хотя бы человек может понять, где ему нужно чуть-чуть поднажать, перечитать материал. Сегодня мы с Исой это поняли. Да, и к тому же, вот, например, вот, допустим, в школе мы больше внимания уделяем вот изучению, то есть истории России. Вот, к сожалению, не так много времени бывает, чтобы изучать историю Чеченской Республики. И эта игра то есть позволила мне
то есть узнать много нового из истории Чеченской Республики и рассказать об этом своим ученикам. И предложить им, естественно, тоже поучаствовать в игре. Аналогично. Рамзан. 9-й вопрос, мне кажется, это на самом деле очень хороший результат. Саид Мухаммад и Саид Рейсхилшин, на самом деле я горд, что вы приняли приглашение, пришли, и надеюсь, мы с вами еще раз поиграем в эту игру. Рейсхил. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудить», и я ведущий Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Адикойл Машойл.